Прямой эфир, телеканал Якутия-24. Это программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите далее. Как дела в Якутии по уровню преступности? Прокуратура озвучила официальные данные. Развитие своими силами. Сельское НКО через выигранные гранты благоустраивает свой наслег. Сюжет из Ленского района. Современная медицина, подготовка к ЕГЭ, культурные события. Обзор новостей Алданского района. Молодые профессионалы в деле. В Якутии начал работу открытый региональный чемпионат WorldSkills. Трехфазный режим. В Мирном с середины марта светофоры на перекрестках заработают по-новому, что изменится для водителей и пешеходов. И чего хотят мужчины? Что подарить защитникам Отечества 23 февраля. До праздника меньше недели. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство должно приложить усилия для выравнивания уровня доходов людей в разных регионах России. Медведев обратил внимание на то, что в крупных городах, прежде всего в столице, мало кто замечает позитивные изменения, потому как уровень жизни достаточно высок. А абсолютно противоположная ситуация, по словам Медведева, происходит в деревнях. Мы должны все-таки увеличивать доходы семей, которые живут и в городе, и в деревне. Но между городом и деревней существует разрыв. То, что в городе кажется доходом невысоким и подчас вызывает у людей негативные эмоции, в деревне выглядит как вполне достойный доход. Поэтому мы должны, я сегодня, кстати, в выступлении об этом говорил, способствовать тому, чтобы доходы между и городом, и деревней, и отдельными регионами сближались. Мы не создадим мономерное пространство по всей стране. Очень разная страна, объективно. Но мы все-таки должны делать все, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов. Также председатель правительства России отметил, что через 6 лет страна выйдет на качественно новый уровень жизни. Такова цель национальных проектов, эффект от реализации которых должен заключаться не только в цифрах, а быть ощутимым для каждого жителя страны. Понимаете, мы реалисты, мы вряд ли сможем сказать, что мы создали такую страну и такое общество, где всем жить одинаково хорошо. Наши предшественники пытались такое общество создать и не создали, ничего не получилось. Но я уверен, и это абсолютно точно, что через 6 лет после завершения работы над этими национальными проектами мы действительно получим гораздо более современную и благополучную страну, в которой жить станет гораздо лучше, чем сейчас. Но нет предела совершенству. Очевидно, что пройдет какое-то время, и те, кто придет нам на смену, кто будет принимать решения через какой-то промежуток времени, скажут, что да, это сделали, а это нет. Поэтому мы предлагаем новые решения. И это абсолютно нормально. Этим занимаются все страны. К другим темам. Работники, лишившиеся места из-за ликвидации предприятия, будут гарантированно получать выплаты во время поиска новой работы. Такие поправки в Гражданский кодекс подготовил Минтруд. По действующим правилам работник, лишившийся места из-за ликвидации организации, может рассчитывать на выходное пособие. Кроме того, за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства. Срок выплат при этом ограничен 2 месяцами со дня увольнения. Но, как показывает практика, некоторые организации этого вовсе не делают. Именно по этой причине Минтруд разработал эти поправки. В Якутии уровень преступности снизился на 3,7%. Такая динамика отмечена по преступлениям против собственности и среди несовершеннолетних. Вместе с тем отмечен рост общего количества тяжких и особо тяжких преступлений. Эти данные озвучили сегодня на расширенной коллегии прокуратуры Якутии. Саргалана Федорова расскажет подробнее.
Жилищно-коммунальное хозяйство, оплата труда, права несовершеннолетних. 3 сферы, где зафиксировано наибольшее количество правонарушений в Якутии за 2018 год. Отстаивая права граждан, прокуроры приняли меры для устранения 64 тысяч правонарушений. Привлекли к ответственности более 11 тысяч виновных лиц. Возбудили 175 уголовных дел. Необходимо продолжить работу по соблюдению и по выполнению программ по переселению из ветхого аварийного жилья. У нас, вернее, в республике, к сожалению, есть проблемы с ремонтом капитальных изношенных сетей. Несмотря на значительную их протяженность, в республике каждый год вводится новых порядка 7%. Это недостаточно. В числе приоритетных направлений – соблюдение прав граждан на оплату труда. Устранили свыше 9 тысяч нарушений. При этом больший упор был сделан в выявлении серых зарплат. Прокуроры на систематической основе мониторят ситуацию с выплатой заработной платы. Есть положительные моменты. Порядка только 5 уголовных дел возбуждено по материалам прокурорских проверок. Более 550 человек наказано за нарушения. Это и привлечены к дисциплинарной, и к административной ответственности. Свыше 2500 нарушений закона выявили в сфере прав предпринимателей. В результате вмешательства прокуроров погашено более 700 миллионов рублей задолженности перед субъектами предпринимательства. Предотвращено проведение свыше 70 необоснованных внеплановых проверок хозяйствующих субъектов. Применялись механизмы оценки незаконных действий, связанных с воспрепятствованием осуществлению предпринимательской деятельности. Так, прокуратура Аймиконского района мерами уголовного характера были восстановлены права предпринимателей в реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества. В дальнейшем серьезное внимание будет уделено обеспечению единства правового пространства. Основной закон Якутии будет доработан, заявил глава республики. Перед обновляемым составом Республиканской конституционной комиссии поставлена задача в ближайшее время разработать проект изменений в Конституцию республики. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Далее короткий обзор новостей и событий Алданского района. Слово коллеге Татьяне Вахниной. Здравствуйте. Перемены к лучшему ожидаются в медицине Алданского района. Это было отмечено в ходе отчетов правительства. На базе Центральной районной больницы будет образован травматологический центр. Имплантация искусственных суставов, лечение остеопороза, вмешательство под контролем рентгена. Центр откроет новые диагностические и функциональные возможности в хирургии и травматологии. Вообще в республике будет введено более 65 объектов социальных, в том числе и здравоохранения. И, в общем-то, в Алданском районе тоже эта работа будет и продолжена, и, я думаю, что эффективно настроена. Победители районного этапа профессиональной олимпиады WorldSkills отправились на республиканские соревнования. В рамках чемпионата в Алданском политехникуме пройдет встреча студентов и преподавателей с молодыми специалистами, сотрудниками предприятий и потенциальными работодателями. Вниманию гостей будет предложена презентация последних достижений учащихся и выставка техники. Подготовка к ЕГЭ в школах продолжается. Отрешивать это слово прочно вошло в лексикон 11-классников. Тестов много не бывает, и ребята решают задания прошлых лет как по основным, так и по выбранным предметам. На этой неделе состоятся республиканские пробные экзамены по русскому языку, по математике базового и профильного уровня, а также по биологии и литературе. Нормально. Если готовиться, то, в принципе, не так уж и сложно. К новостям культуры. 22 февраля в Якутии отмечается День родного языка, который традиционно превращается в декаду. В Алдане состоится фольклорный турнир. Артистизмом и знаниями устного народного творчества померятся все школы района. Традиционно турнир включает конкурсы сказаний и поэзии. В сказках и былинах, приговорках и баснях, причетках и песнях раскрывается широчайший спектр мотивов и образов, воплощающий мудрость и духовное богатство народа. Я люблю русский вообще фольклор, мне нравится вот эта манера его. В предваряющую самый мужской праздник рабочую неделю повсеместно пройдут эстафеты, конкурсы и смотры строя и песни. Силу, выносливость и выдержку, а также теоретические знания азов военного дела продемонстрируют как школьники, так и дошколята. Подготовка будет оцениваться очень серьезно. Первыми готовность защищать Отечество покажут воспитанники детских садов. Затем на плац, который традиционно разворачивается на теннисном корте, выйдут школьники. Мы знаем и где мы живем, и президентов своих, и о своей родине можем рассказать. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией.
Сейчас короткая реклама, 1 минута. Оставайтесь с нами, смотрите далее в программе «Итоги дня». Развитие своими силами. Сельское НКО через выигранные гранты благоустраивает свой наслег. Сюжет из Ленского района. Молодые профессионалы в деле. В Якутии начал работу открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia. Трехфазный режим. В Мирном середины марта светофоры на перекрестках заработают по-новому. Что изменится для водителей и пешеходов? Чего хотят мужчины? Что подарить защитникам Отечества? 23 февраля праздник близко. Это итоги дня на Якутии 24. Прямой эфир. С вами Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Водителям страны готовят новые штрафы за превышение скорости. Министерство транспорта России предложило штрафовать водителей на 500 рублей за превышение скорости свыше 10 км в час. В то же время за скоростные превышения более чем на 20 км в час предлагается ужесточить ныне существующие санкции. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения еще в декабре дала поручение МВД и всем заинтересованным ведомствам проработать этот вопрос. А в Мирном с середины марта на перекрестках заработает трехфазный режим. Что это значит и что изменится для водителей и пешеходов, рассказывает Марфирина Алексеева. С 12 марта светофоры 11 перекрестков города Мирного перейдут на трехфазный режим работы. При таком режиме работа светофора разделяется на транспортную и пешеходную фазы. Сначала разрешается движение автомобилей по одной улице, затем включается зеленый для пересекаемого направления. Следующий этап – запрещается движение для всех автомобилей, а пешеходам разрешено пересекать перекресток во всех направлениях. При такой работе увеличится пропускная способность автотранспорта, а значит значительно снизится количество ДТП с участием пешеходов. В первой и второй фазе автомобилям выделяется по 20 секунд для движения. Затем наступает третья фаза – 15 секунд для пешеходов. Машины в это время стоят. Мы надеемся, что это также даст положительные результаты у нас в городе. Ну, а в общем и целом, конечно, будем смотреть на динамику. Мы будем проводить мониторинг и, может быть, если понадобится, будем вносить дополнительные корректировки в блок модулей, либо снижение количества секунд для проезда автомобилей, либо увеличение, может быть, для количества секунд для пешеходов. До появления трехфазных светофоров государственным стандартом допускалось совмещение пешеходной фазы и транспортной. То есть водитель при повороте направо или налево обязан был уступить дорогу пешеходу, идущему на свой зеленый. Статистика свидетельствует, что именно в таких ситуациях часто совершались наезды на пересекающих проезжую часть людей. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Проект жительницы Нерингри под названием «Марафон доноров» станет республиканским. Председатель правительства Владимир Солодов и министр здравоохранения Елена Борисова предложили автору этого проекта вывести его на уровень республики. Напомним, презентация проекта состоялась в августе прошлого года в рамках образовательного форума «Синергия Севера». Марафон доноров направлен на развитие коллективного донорства, когда кровь организованно сдают сотрудники какой-либо организации. Это уже сделали сотрудники Нерингринской ГРЭС, реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями СУВАК и другие организации. А в Ленском районе в селе Чамча местная некоммерческая организация выиграла гранты на несколько сотен тысяч рублей. Эти деньги в наследие вложили в благие дела. Анна Кожевникова подробнее. Год работы и такой результат. Благоустройство сквера, приобретение долгожданных для всех жителей бильярдных столов. Некоммерческая организация «Тетим» в селе Чамча трудится на благо односельчан. У нас две самые активные женщины нашего наследия села Чамча. Они уже участвовали, они начали работу по некоммерческим видам деятельности. Еще в грантах участвовали с 2009 года. Официально оформились как некоммерческая буквально год назад. Одним из масштабных проектов было благоустройство памятника земляку-герою Захару Иннокентьевичу Саморцеву. Некоммерческая организация «Тетим» выиграла грант, в результате чего возле памятника появилась тротуарная плитка. Есть у нас сквер, и внутри есть памятник Захару Иннокентьевичу Саморцеву. У нас там не было возможности сделать площадку, чтобы дети, празднуя 9 мая, мы могли там стоять и провести этот митинг.
И мы обложили, поучаствовали в этом конкурсе как инициативная группа и выиграли 100 тысяч рублей. Еще одним из долгожданных событий стало приобретение бильярдного стола. Также в Чимче появилось 2 теннисных стола. Один из них, более дорогой, предназначен для любых погодных условий. Выиграли 516 тысяч на грант, на который... И там мы приобрели инвентарь спортивный. Также была отсыпана спортивная площадка. Благодаря общественной организации всего в прошлом году Т-Тим выиграл более 1 миллиона грантовой поддержки, которая была направлена на реализацию общественных проектов проведения сельских мероприятий. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутии начал работу открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Сколько направлений и компетенций в нынешних соревнованиях в сюжете Анастасии Даниловой. Чемпионат проходит в Якутии с 2013 года. Тогда внедрение стандартов WorldSkills в систему среднего профессионального образования не было столь популярным. Всего 5 компетенций. В этом году их насчитывается 112. Регион один из самых активных участников движения WorldSkills. У вас уже 7-й чемпионат проводится на территории республики. Это очень хороший результат. Особенно приятно, что количество компетенций в этом году существенно выросло и очень много юниорских компетенций. Это, мне кажется, самый большой результат в этом году этого чемпионата. Таким образом, в возрастной категории юниоры соревнования пройдут по 54 направлениям. Среди молодых профессионалов 55 компетенций и 3 в новой возрастной категории «Навыки мудрых». Студентка первого курса с милым именем Ляля демонстрирует свои навыки в компетенции ювелирное дело. Желание об участии в конкурсе изъявила сама и серьезно настроена на победу. Первое место хочется занять. Я сидела в цеху с 9 до 5 часов. С перерывами, конечно, было. Но я готовилась, очень хотела участвовать. В противовес промышленной сфере в чемпионате представлена также и сфера красоты. И там подготовка занимает значительное время. Готовились где-то месяца 2, наверное. У нас сегодня было шоколадное обертывание. В первую очередь мы делали тонизацию кожи. Во-вторых, делали скрабирование, также массаж. Был спины, рук и ног. В этом году чемпионат пройдет на 29 соревновательных площадках. Основные развернуты в Якутске, Нерюнгри, Мирном, Жатае и Хатассах. Анастасия Данилова, Джилустан Иннокентьев, Якутск. К примеру, на площадке WorldSkills в Нерюнгри пройдут соревнования по 4 компетенциям. Об участниках и этапах чемпионата в районе расскажет Екатерина Павлова. «Делай мир лучшей силой своего мастерства» – девиз Союза молодых профессионалов WorldSkills Россия. Сегодня чемпионат – это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. ЕТК среди наших 48 колледжей и техникумов лицея – это крупнейшее по числу студентов образовательное учреждение республики. И, конечно же, ЕТК – это у нас ядро модернизации, которое республика совместно реализует с Минвостокразвития. 45 участников из более чем 12 улусов республики, 63 эксперта. Компетенции: ремонт и обслуживание легковых автомобилей, веб-дизайн и разработка, программные решения для бизнеса. Кроме того, в этот раз впервые презентована региональная компетенция «Ремонтник горного оборудования». Цель чемпионата – это на самом деле профориентационная работа, то есть показать рабочие профессии совершенно с другой стороны, чтобы было видно, что это интересно, что это увлекательно, а потом уже из этого превращается серьезный выбор профессии. Участники разделены на несколько линеек по возрасту. Это юниоры 14-16 лет, молодые профессионалы от 18 до 21 года и впервые введена линейка «Навыки мудрых» 50+. Впереди у участников 5 дней насыщенной работы. В ходе посещения чемпионата можно не только посмотреть на выполнение участниками конкурсных испытаний и узнать все о данных компетенциях, но и пройти тесты на профориентацию и получить рекомендации по выбору будущей профессии. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Что дарить мужчине 23 февраля? Вопрос актуальный каждый год в преддверии Дня защитника Отечества. Представительницы прекрасного пола готовятся поздравлять своих мужчин. Каким должен быть идеальный подарок? Полезным или же приятным? Сюжет Татьяны Вахниной из Алдана.
Что дарить любимым мужчинам? В преддверии Дня защитника Отечества над этим вопросом задумываются все представительницы прекрасной половины. Впрочем, большинство вариантов уже рассмотрено. И жены, матери, дочери и подруги уже приступили к подготовке сюрпризов. Ну как будем поздравлять? Ну как обычно. А как обычно? Ну, стол накроем. Мужа, отца будем поздравлять. Одни дамы подходят к приготовлению подарка с выдумкой и вдохновением. Другие вовсе не считают, что носки и дезодорант банальны. Напротив, это вещи необходимые. Ну вот эти наборы мужские, как обычно. Носки им уже надоели? Не знаю. Ну, каждая женщина, наверное, знает, что приносит какое-то удовольствие или радость мужчине своему. Часть женщин, несмотря на приготавливаемые поздравления, все же задумываются о сути 23 февраля. Чей это праздник? День защитника Отечества. Далеко не всякий мужчина. Не то чтобы даже и защитник Отечества. Но готовить пора. Я уж приготовила. Каким должен быть идеальный подарок? Полезным или приятным, неожиданным или давно желанным? У каждого мужчины свой взгляд на этот вопрос. Не знаю, машина, наверное. Носки, конечно же. Их вечно не хватает. Впрочем, в одном мужчины солидарны с женщинами. В выборе подарка близкому человеку универсальных советов быть не может. А вот атмосфера праздника во многих семьях одинакова. У всех есть разные, как говорится, приоритеты. Кому-то интересны спортивные товары, кому-то охотничьи рыболовные товары. То есть это жены должны лучше знать, чем занимается ее мужчина, чтобы делать такие подарки. Ну, не знаю, в каждой семье, наверное, по-своему подарки дарятся. Ну, самое главное – это внимание, любовь знакомых, близких, родных. Парфюмерия, одежда, сувениры, техника, ассортимент поистине безграничен. А чтобы подарок доставил радость, к его выбору нужно подойти с душой и с любовью. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте всегда в курсе.